Студенчество, наука и бизнес. Представители сразу 3 сфер объединились в Коми Республиканской академии госслужбы в рамках 3-го межрегионального слета «Новаторы Севера». Помимо обсуждения инновационных идей и проектов, в этот раз по итогам слета будут сформированы молодежные группы для разработки и реализации в будущем социальных и бизнес-проектов. О том, как протекает первый день совместной работы и что ждет участников дальше, Евгения Кладкевич. Творческий путь всемирно известной художницы Галины Кулаевой необычен, как ее картины. Свои первые она создает в 80-х, будучи инженером связи на железной дороге. Причем, кроме масла и красок, женщина использует солому, материал, который сложно назвать покладистым. Целых 5 лет потребовалось Галине на разработку уникальной технологии, которая позволила совмещать на полотнах масло, солому и клей. Да так, чтобы благодаря преломлению света готовый сюжет получается с 3D-эффектом. Свитдек-картина – направление, которое задало новую веху в искусстве. Художественная соломка с правильной обработкой – это очень уникальный художественный материал. Уникальный. То есть, понимаете, вот растет пшеница, да? Вот идет эта соломинка, там идут определенные эти рисочки. В зависимости от погодных условий в этом году, там формируется определенный рисунок, конфигурация. И при обжиге до такой степени эта конфигурация у каждой соломинки индивидуальная, что 2 одинаковые подобрать нельзя, как снежинка. Об уникальности уже рекреационного проекта рассказывает на слете Игорь Горнов. Сотрудник Института физиологии Коми научного центра. По поручению столичной администрации совместно с Сыктывкарским госуниверситетом он и его коллеги разрабатывают идеи туристического маршрута. Рекреационная тропа по плану протянется от Сыктывкара до села Иб. Летом там будет действовать пешие и велосипедные маршруты, зимой – лыжный. В свою очередь, мы с нашей стороны предлагаем составляющую в области именно физиологии человека и физиологии спорта, потому что имеем достаточно большой уже опыт в области исследований лыжников-гонщиков. Вот. Ну и, соответственно, мы предлагать будем особенности питания для лыжепоходов, особенности экипировки. Ну и самое главное – это пульсовые зоны физической работоспособности. Межрегиональный слет «Новаторы Севера» проводится в столице Коми уже 3-й раз. Его цель – наращивание инновационного потенциала страны. Среди участников – ученые, студенты и предприниматели Коми, а также других регионов. На дистанционной связи – Москва, Архангельск, Яринск. И если 2 предыдущих года участники лишь делились наработанным опытом, то в этот раз главная цель слета – их объединение для разработки совместных проектов будущего. Развитие северных регионов, туризма, промышленности, улучшение городской среды. Идеи проектов и технологий, которые могут изменить жизнь к лучшему, презентуют ученые региона. Далее молодые люди объединяются в группы и выбирают идею, над которой будут работать дальше. Каждый присоединяется бизнес-эксперт и куратор в лице научного сотрудника. С таким взаимодействием Центр поддержки технологий и инноваций Коми надеется сформировать в регионе точку кипения – пространство для разработки идей по развитию республики. Мы просто посовещались с организационной нашей командой и подумали, почему бы не дать возможность молодым ученым, студентам выбрать какие-то направления. Мы надеемся, что в рамках тех тем, которые заданы сегодня, молодые ученые, студенты выберут какие-то направления, которые действительно актуальны, крайне актуальны для нашего региона. Сформированные группы продолжат свою работу до марта. Для всех участников на базе Республиканской госакадемии будут проводиться мастер-классы и бизнес-лекции. А уже весной компетентное жюри отберет 3 победителей, которые получат ту самую финансовую поддержку для реализации своей идеи. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.